Таджики взорвали интернет. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какое резонансное событие подняло весь сегмент таджикского интернета. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Кармен Гаспарян, известный своей непримиримой позицией к подобным попыткам хайпа, уверяет, итог закономерный. И, вероятно, и наказания за такие вещи, особенно это касается поколения тиктокеров, могут стать более суровыми. Ведь зачастую герои таких вот фотосессий просто не задумываются о последствиях. Приговор, объявленный блогеру Руслану Бабиеву за оскорбление чувств верующих и за скандальной фотосессии на фоне храма Василия Блаженного, является слишком мягким. Об этом в разговоре с радиостанцией заявил экс-глава Союза таджикистанцев России и известный врач Абдулла Давлатов. Согласно постановлению суда, Бабиев проведет 10 месяцев в колонии общего режима. По словам Давлатова, за свою выходку блогер заслуживает более серьезного наказания. Он предположил, что таджикистанцу попался добрый или хороший судья. Я бы по максимуму ему вменял, чтобы ему подобным неповадно было. Я очень с большим уважением отношусь к Таджикистану. Я очень, у меня долгие добрые отношения, я люблю бывать в Душанбе. Вот скажите мне, пожалуйста, приезжает этот некто человек для того, чтобы выполнить следующую фотосессию, где он с какой-то блондинкой имитирует на фоне, соответственно, храма Василия Блаженного. И он очень радуется и говорит, а когда это надо выложить, понимаете? Он с собой хвастается, ему все дико нравится. Его поведение меня как таджика и мусульманина в первую очередь оскорбляет, заявил Давлатов. Он отметил, что блогера также можно обвинить в неповиновении сотрудникам правоохранительных органов, нарушении общественного порядка и разжигании межнационального конфликта. За такие безнравственные поступки необходимо наказывать и порицать, считает глава Таджикского культурного центра в Москве Хуршида Хамракулова. Для таджиков это абсолютно недопустимое поведение, подчеркнула она. А вы с ними согласны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Хамракулова указала, что подобные действия являются результатом нападения нравов в обществе. Должно быть широкое нравственное осуждение таких поступков, чтобы это было не просто извинение ради того, чтобы спасти свою шкуру, а чтобы это было искреннее извинение и понимание того, что они совершили неблаговидный поступок, добавила она. Некто Руслан Бабиев. И этот Руслан Бабиев пытается что-то сделать. Когда Руслана Бабиева принимают и его определяют в соответствующее заведение с решеточками, я что-то не вижу, чтобы за него все вокруг стали биться и кричаться. Что его надо освободить. Какой Руслан Бабиев с блондинкой, которая на себя напялила куртку полиции, то есть он хочет что сказать? Он хочет вызвать ненависть к таджикам? Он хочет весь великий народ поставить в сложное положение в России. Приговор Бабиеву прокомментировали и в Русской Православной Церкви. По словам собеседников, без ознакомления с материалами дела сложно судить о тяжести наказания авторов провокационных фото, но считаем, что, несомненно, закон о защите чувств верующих должен применяться, если таковые преступления имеют место быть. По словам адвоката Бабиева Надежды Федосеевой, блогер нормально воспринял приговор, хотя, наверное, расстроился все-таки колония общего режима. Он мне сказал, что приговор обжаловать не будем. Он считает себя виновным, принят это наказание, понял свою ошибку и просит прощения, добавил адвокат. Такое же наказание получила и подруга Бабиева Анастасия Чистова, которая участвовала в провокационной фотосессии. На самом деле я ничего не выбирала, то есть съемочную площадку, идеи для съемок, все выбирал Руслан. То есть я так, как собачка, рядышком ходила. Поначалу вообще я отреагировала отрицательно. Естественно, я говорила, что, может быть, не надо. А после чего я такой человек, что если на меня чуть-чуть надавить, то я могу согласиться. Тем более, если мне начинает говорить: Ася, да пожалуйста, ничего такого не будет. Я согласилась только из-за... Девушка намерена оспорить решение суда. Напомним, что в конце сентября в сети появились фото, на которых Бабиев и Чистова имитируют половой акт на фоне храма Василия Блаженного. Девушка была одета в куртку с надписью «Полиция», а неоднозначный снимок Бабиев сопроводил комментарием: «Трудовой кодекс и уголовный можно и нарушить». На следующий же день Бабиева и Чистову арестовали. Позже ГУМВД по Москве распространила видео с извинениями блогера. Бабиев родился на Памире, затем переехал в Сочи, а после в столицу, где поступил в МГУ имени Михаила Ломоносова. Блогера уже привлекли к ответственности за видео, в которых он нападал на людей. Расчет строился на то, что будут лайки, репосты в социальных сетях, повысится монетизация.
Поскольку в мозгах проросли бобовые, то они ровно точно так же и поступили. Ну и пришли к закономерному абсолютно для себя успеху. Общество возмутилось, теперь суд. Проблема в том, что раньше у этих не было интернета, а теперь он есть. Как вы считаете, это достойное наказание? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.